Взгляд в будущее. Именно так можно назвать прошедшие недавно в Совете Федерации Дни Якутии. Это особые мероприятия, крайне важные. Их главная задача – привлечение федерального финансирования для проектов, которые должны улучшить жизнь жителей нашей республики. Дни Якутии в Верхней Палате парламента в последний раз проходили в 2017 году. И тогда они определили векторы развития региона на несколько лет вперед. Так давайте узнаем, чего ждать от новой пятилетки и какие проекты получили поддержку сенаторов. Приветствую вас, приветствую. Это уже наша инновация. Квартал труда так и называется. Дни Якутии в Совете Федерации подвели итоги деловой программы, приуроченной к столетию образования ЯССР и 390-летию вхождения Якутии в состав российского государства. В Верхней Палате парламента было представлено постановление о господдержке социально-экономического развития республики. Его подготовка велась в течение целого года. Это большая совместная работа правительства Якутии, федеральных министерств и ведомств, сенаторов. Кстати, представители Совета Федерации недавно ездили к нам и самостоятельно могли убедиться, что наш регион активно развивается, несмотря на непростую экономическую ситуацию. Республика уверенно занимает первое место на Дальнем Востоке и пятое место в России по добыче полезных ископаемых. Также в этом году ожидается общий рост промышленного производства на 12%. Благодаря особому вниманию руководства республики к IT-сфере Саха-Якутия стала крупнейшим центром развития информационных технологий на Дальнем Востоке. Может быть, в том числе и потому, что сегодня в руководстве республики вот такая молодая команда, молодой глава республики, председатель регионального парламента и другие коллеги, правильно выбрано стратегическое направление руководством. Республика также является самым креативным и самым кинематографическим регионом нашей страны. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, третье лицо в государстве, во время пленарного заседания много времени уделила Якутии. И она действительно удивила своей осведомленностью. Например, спикер Верхней Палаты парламента изучила соцсети и отметила появление теплых остановок в Якутске. А в преддверии заседания прошла ее личная встреча с главой республики Айсеном Николаевым, нашими сенаторами и председателем Илтумена Алексеем Еремеевым. И Валентина Матвиенко пообещала помочь в решении важнейших для Якутии вопросов. Есть целый ряд вопросов, где федеральный центр, конечно, должен более активно помогать, поддерживать. И строительство моста через Лену, есть поручение президента, и все его должны исполнять. Якутяне ждут очень этого моста, и я думаю, что в этот раз мы уже навалимся все вместе, чтобы все-таки наконец этот тройной тягой, что называется, будем стараться продвигать. Хочу отдельно отметить сенаторов от Якутии. Благодаря инициативам ваших сенаторов и законы отдельно были приняты, и дети Арктики, сколько лет Александр Константинович бился, наконец-то уже это вошло в федеральный бюджет, и уже никто не сопротивляется. Это очень хорошая поддержка для детей, которые живут в условиях Крайнего Севера, Арктики. Но, несмотря на успехи, Якутии необходимо решать другие важные вопросы. И руководству республики удалось найти поддержку в Совете Федерации для реализации многих проектов будущего. Сегодня то постановление, которое за основу принято Советом Федерации, оно включает в себя, в отличие от предыдущих таких постановлений, очень конкретные, очень понятные для нас объекты, в том числе объекты социальной инфраструктуры. Мы очень надеемся, что после окончания строительства онкологического центра, который как раз благодаря Валентине Ивановне Матвиенко у нас в Якутске началось и сейчас уже завершается, мы на завершающей стадии, надеемся, в 2023 году он будет введен, мы ставим вопрос о начале строительства республиканской инфекционной больницы. Якутска, один из крупнейших городов на севере страны, почти 400 тысяч человек в нем проживает, но своей специализированной инфекционной больницы он не имеет, как в целом и вся республика. Поэтому мы считаем, что должна быть такой объект построен. У нас большая работа проведена по подготовке, в том числе проектно-сметной документации. И мы надеемся, что начиная с 2024 года этот объект, благодаря поддержке, который оказал сегодня нам Совет Федерации, уже начнет финансироваться. Сегодняшнее постановление, которое принято за основу, это результат большого совместного труда руководства республики и профильных комитетов Совета Федерации. Оно отражает практически весь комплекс
вопросов, связанных с будущим социально-экономическим развитием республики. Практически все наши пожелания вошли в это постановление. Конечно, хотелось бы большего, но с учетом текущей ситуации, с учетом этого времени, мы очень довольны и еще раз благодарим всех сенаторов Российской Федерации. Думаю, что 23 декабря, то постановление, когда будет принято в целом, получим очень хороший итоговый документ. В постановлении отдельно выделяется развитие транспортной инфраструктуры, и помочь в этом смогут новые законопроекты. Один из них, посвященный сезонным автодорогам, к которому относятся зимники, в Совете Федерации представил глава Якутии. Сегодня юридически такое определение в России отсутствует, что сказывается на развитии северных районов и региональном бюджете. С подробностями Айсена Бурнашова. С января по апрель Якутию связывают автозимники – дороги, проложенные по замерзшему льду рек и озер. По ним в 13 арктических районов доставляют продукты питания, медикаменты, топливо и другие жизненно важные товары. Всего около 1 миллиона тонн грузов. Условия функционирования, конечно же, они исключительно сложные. У нас протяженность автозимников почти 10 тысяч километров. Стоимость по их содержанию у нас за год порядка 1,5 миллиарда рублей. 1,5 миллиарда рублей – это всего лишь 30% от норматива. При этом законодательно зимников в России нет. Они отнесены к категории искусственных дорожных сооружений, куда также входят мосты, эстакады и тоннели. Их нету в законодательном виде. Их они ограничиваются только тем, что те дороги, которые создают препятствия в движении, то есть это те ледовые переправы. Но у нас, к сожалению, они составляют 60% по центральной части и до 90% по арктической зоне. С отражением зимников в законе увеличится и финансирование, а значит, сезонные дороги станут качественней. Мы предлагаем законодательно закрепить понятие «сезонная автомобильная дорога» федеральным законом. Это позволит в последующем выделять средства на их обустройство и содержание, в том числе из дорожного фонда, на более плановой основе. Хорошее предложение. В части сезонных содержаний дорог федеральный закон, мне кажется, представители Саха-Якутии могут, сенаторы, внести данный законопроект на обсуждение в правительство. Транспортная инфраструктура – важное звено в жизни региона. В Совете Федерации затронули и тему Ленского моста, модернизации 5 аэропортов Якутии, субсидии на авиаперевозки внутри республики. Комитет экономической политики Совета Федерации поддержал предложение региона. Эти проекты, о которых сегодня говорил Александр Сергеевич, я думаю, будут воплощены, потому что с той настойчивостью, с той результативностью, которой работает глава республики, мы все это видим, он добивается успеха. И это все на благо жителей республики. Еще одна победа якутской команды – это одобрение 3-го этапа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Стартовать он может уже в 2023 году. Финансирование мероприятий предварительно было одобрено Комитетом Совета Федерации по федеральному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Сколько еще средств необходимо на снос и строительство нового жилья, узнаем прямо сейчас. Дни Якутии в Совете Федерации начались с заседания по комплексному развитию территории республики. Главной темой стала программа по переселению граждан из аварийного жилья. Не секрет, что в нашем регионе процентное соотношение ветхого жилфонда в 12 раз превышает общероссийское. И эта проблема активно решается в последние годы. Второй этап по переселению закончится досрочно на год раньше. Только за 2022 новоселами стали 22 тысячи якутян. И необходимо начинать подготовку к 3-му этапу, но на него нужны новые федеральные средства. Именно этот вопрос мы сегодня поставили на комитете о том, чтобы сенаторы поддержали инициативу Республики Саха-Якутия о выделении дополнительно 12,5 миллиардов рублей на переселение тех домов, которые были признаны уже после 1 января 2017 года. Очень большое количество таких домов у нас есть, и 7 тысяч человек, которые сейчас не попали в предыдущую программу, конечно, находятся в острейшей ситуации. В 3-й этап по расселению должны войти 192 дома. Перемены затронут не только столицу, но и другие районы республики. Особое внимание к территориям Крайнего Севера, где реализовывать программу по переселению сложнее в несколько раз. Там стоимость удорожания практически 3-4 раза дороже. Все. Вот это, к сожалению, вот мы Минстрое об этом несколько раз говорили, потому что все завозится, начиная от гвоздя до
строительных материалов и так далее. И, конечно, очень сложное положение. Республика сама пытается выходить из этого положения, но гораздо сложнее. И сенаторы пошли навстречу нашей республике. В проект постановления Совета Федерации о государственной поддержке социально-экономического развития Якутии будет включено решение о досрочном выделении денег. Согласно документу, эти средства рекомендовано предусмотреть в резервном фонде правительства России. Я тоже поддерживаю позицию, высказанную сенаторами по поводу принятия отдельного документа по решению проблем Якутии. Это будет сложно, мы это понимаем, но это, мне кажется, единственно возможный путь, и, может быть, пробивая на вашем примере такой подход, мы выйдем наконец-то и на системное решение этой проблемы. При этом доля ветхого и аварийного жилья в республике все еще остается высокой. Так, после 1 января 2017 года в этом списке было почти 2500 многоквартирных домов. И по мнению экспертов, досрочное завершение второго этапа программы, а также старт третьего позволят ускорить снос старого и строительство нового жилья. В эти дни в Совете Федерации открылась выставка, посвященная Якутии. Здесь можно познакомиться с большими инвестиционными проектами, например, строительство новой железной дороги до Тихого океана, или, например, узнать об истории образования Якутской АССР, а также купить себе что-то на память. Здравствуйте, что вы можете предложить, что связано с Якутией? Ну, например, вот такую прекрасную подвеску из чароита. Единственное месторождение этого камня находится в Якутии. Отличный вариант. На выставке уже традиционно Якутию представили инноваторы. Правда, в этот раз они удивляли не в сфере цифрового программирования. Все знают, что в IT мы одни из лучших на Дальнем Востоке, но сегодня, как ни странно, рассказывали про биотехнологии. Вы знаете, что у нас есть в планах строительства биотехнологического парка. У нас есть около 20 проектов различных. И вот сегодня я рассказал про разработку Янце Саран. Это битуклудин, разработка Кишингольца. Это БАД, который позволяет восстанавливаться после ковида. На основе ягеля, на основе коры березы, очищает легкие, очищает кровь от холестерина. И вот таких разработок в Якутии на самом деле много. У нас очень богатая природа. Это не только ягель, это дигиды кварцетин из лиственницы, это наши ягоды, да, то есть наши дикоросы. И из них можно делать различные биотехнические добавки, как, допустим, Алтайский край. И мы считаем, что это тоже создаст много рабочих мест, но и самое главное, создаст новую экономику и дополнительные налоги. Дни Якутии в Совете Федерации обозначили векторы развития республики на ближайшие годы. И можно быть уверенными, что они будут реализованы. Ведь сегодня всем уже понятно, что разворот на восток – это будущее России. И те проекты, которые станут локомотивом для Якутии, крайне важны и для всей страны.